Меня не покидало беспокойство. Я сам не мог понять, откуда это. Но когда время наступило, и я вступил в тарикат, в моем сердце появилось удивительное, небывалое раньше умиротворение и покой. Я стал другим человеком. А какой баракат получил, думаю, даже не стоит говорить. Да вы и сами знаете об этом. Вначале каким приходит человек, и когда уходит, каким бывает. Разве не меняется ваше сердце? Меняется же. Поразмыслите, из этого понятно, что такое тарикат. Нам необходимо, как говорим, немного терпения. Еще один интересный случай. Я узнал об этом, когда возвращался с хаджа. Ребята мне рассказали. Вы тоже слышали, наверное, об этом. Расскажу, чтобы напомнить. Стояли друг против друга два грузовика арабов, похожие на наши КАМАЗы. На стоянке имеется в виду. У одного водителя валялся инструмент. Как он называется? Да, монтировка. И вдруг, когда он посмотрел, обнаружил, что монтировки нет уже. Оказывается, водитель другого грузовика забрал монтировку, не спросив хазяина. Этот же не знает, ищет, найти не может, и уже устал искать. В одно время идет тот водитель с монтировкой, уже завершив свою работу. Узнав, что он взял инструмент без спросу, хозяин монтировки пришел в ярость и ударил того кулаком в голову. Тот упал. Упавший был в 2 раза здоровее телом. Люди вокруг подумали: «Ва, бабай, если он сейчас встанет, что начнется?» Тот встал, подошел, взял за руку хозяина инструмента, а хозяин стоял с монтировкой в руках. Когда тот взял и пожал его за руку, он швырнул монтировку на землю и заплакал. Вы посмотрите на них. Ошибки случаются, и грехи получаются. Мы же не ангелы. Тот виноват, что взял без спросу. Ярость уже вина этого. Он не выдержал и ударил. Теперь, признавая свою вину, тот пожал ему руку. Этот, видя терпение и иман того, заплакал от восхищения. Смотрите, как это красиво. Нам тоже нужно прийти немножко к сабру. Когда я служил в армии, мне говорили, да и вам, наверное, говорили, что люди из Кавказа горячие. Я раньше не понимал этого, но когда поехал в хадж и увидел арабов, понял смысл этих слов. У нас нет такого терпения, как у них. В этом арабы сильны. Мы тоже, особенно мюриды, должны вести себя так, чтобы другие брали с нас пример. Эти спорщики нам не нужны, они всегда были. Дай Аллах вам помощь, уступая побеждать. Каждому муриду дай Аллах тауфик, уступая побеждать. Лучше этого нет ничего. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Да сделает Аллах баракатным этот маджлис. Есть надежда, что Аллах соберет всех присутствующих сегодня здесь в раю тоже. Есть надежда, что баракат этого маджлиса получит весь Дагестан. Да поможет всем Аллах.